Параллельно начали давить законы. Экологические нормы становились жестче каждый год. Государство наказывало налогами машины с большим расходом, а стандарты экономичности требовали от брендов снижать выброс СО2 по всей линейке. Toyota была вынуждена вкладываться в гибриды. Prius получал все внимание, бюджеты и инженеров. На фоне новой стратегии экономичности и экологии любой спортивный проект выглядел как лишний багаж, и Supra оказалась одной из первых жертв этой перестройки. Внутри Toyota никто не считал Supra перспективным направлением. Продажи оставались низкими, а затраты высокими. Компания пыталась пережить сложный период. Закрывались заводы, замораживались разработки, оптимизировались расходы. В этих условиях спортивные купе казались балластом. Не только Supra, вся эпоха японских великих трех подходила к концу. Mazda RX-7 исчезла из-за норм выброса. Nissan 300 ZX сняли с производства. Honda NSX уходила в историю. Toyota приняла то же решение в 2002 году. Supra была тихо снята с производства.